Так, добрый день, дорогие друзья, горожане и все, кто присоединился к нам на эту встречу. Приветствую вас, Краеведческая библиотека, филиал номер 1 имени Виссариона Григорьевича Белинского. И с вами ведущий библиотекарь Варвара Сазонова. В рамках сетевого проекта «Библиотека. Правовой навигатор» сегодня, 5 мая, мы проводим для вас встречу с Ириной Васильевной Лебедевой, председателем Якутской региональной организации Всероссийского общества инвалидов на тему «За равные возможности». Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями провели День борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими и сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводится 5 мая. Этот день, наряду с Международным днем инвалидов, который отмечается 3 декабря, призван обратить внимание людей на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями. Цель сегодняшней даты – обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями. Ведь очевидно, что их права на трудоустройство, доступное образование, инфраструктуру очень часто не соблюдаются даже в экономически развитых странах. Заранее хочу сказать, если у наших слушателей возникнут вопросы, можете писать их в чате. В конце мероприятия мы их обязательно озвучим. Итак, добрый день, Ирина Васильевна. Передаю вам слово. Добрый день, уважаемые участники мероприятия. Я хочу в первую очередь поблагодарить за приглашение Варвару Иннокентьевну. И мы сегодня будем говорить о правах, о защите прав инвалидов в республике и немножко о нашей деятельности, о деятельности Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. И как уже говорилось, да, 5 мая, Международный день борьбы за права инвалидов, особенно важно обратить внимание всех людей в мире на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями здоровья, на преодоление барьеров к включению лиц с инвалидностью в активную социальную жизнь. В нашей республике закон о социальной защите инвалидов в республике Саха-Якутия от 28 мая 1992 года в соответствии с Конституцией республики Саха-Якутия гарантирует инвалидам равные с другими гражданами республики Саха права и возможности для участия в экономической, политической и социальной сферах жизни общества. Дает инвалиду право на равное государственное обеспечение при равных законных основаниях к получению льгот или их адекватной компенсации, исходя из условий и места проживания инвалида. Согласно закону, государственная политика по отношению к инвалидам осуществляется путем учета и реализации потребностей инвалидов в программах социально-экономического развития Республики Саха-Якутия, устранением ограничений в их жизнедеятельности и созданием необходимых условий, позволяющих инвалидам вести полноценный образ жизни, закреплением их прав законодательством, созданием системы государственных и общественных институтов и структур по проблемам инвалидов. Забота об инвалидах – это основной признак человечности общества. Насколько трепетно и с большим вниманием относится к человеку с инвалидностью общества, настолько можно оценить
уровень развития общества в целом. В современном развитом обществе наблюдается контрастное отношение к проблемам инвалидов. На фоне позитивного отношения общества и государства к проблемам людей с инвалидностью можно, к сожалению, встретить и отрицательные моменты. Цивилизованность общества главным критерием является отношение к инвалидам. Таким образом, как никогда актуальной и необходимой является проблема решения вопросов успешной социализации, безболезненного входа в общество людей с ограниченными возможностями здоровья. Наша организация была создана в 1988 году, и мы сегодня ведем каждодневную деятельность по защите прав людей с инвалидностью и содействию их интеграции в современное общество. Мы обращаем особое внимание на адресную работу с такими категориями граждан, как инвалиды-колясочники, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, молодые инвалиды с 18 до 35 лет, и проводим мероприятия с семьями, имеющими детей-инвалидов, в том числе неполными семьями. И я хочу остановиться на комплексную систему мероприятий, направленных на правовое просвещение, оказание консультационной, психологической, правовой помощи и их инвалидам, и их семьям, извиняюсь. Последние годы в наше общество по юридическим вопросам обратилось 172 инвалида. В прошлом году за этот период обратилось 122 человека. В этом году юрист Всероссийского общества инвалидов нашей организации принял участие на 9 судах по защите прав инвалидов. Хотелось бы отметить на рассмотрении искового заявления гражданки инвалида первой группы, постоянно проживающие в Алекуминском районе, которые на основании индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида 2018 года самостоятельно приобрела техническое средство реабилитации на сумму 170 тысяч рублей. Когда она обратилась за компенсацией выплаченной суммы в региональное отделение Фонда социального страхования, то данная организация составила новую программу индивидуальной реабилитации инвалида без освидетельствования, не ознакомила при этом с новой программой. И судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Саха-Якутия в своем незаконном определении от 24 февраля 2022 года поддержала позицию истца и признала незаконным грубое нарушение ее прав как инвалида первой группы. Таким образом, мы защитили инвалида и полностью возместили вот этот ущерб. Да? Или на примере заявления инвалида второй группы, которая постоянно проживала в Покровском районе с бабушкой, находилась в опекунстве, мать погибла, отец приезжий исчез, отдел опеки администрации Хангаласского района не признал сиротой. 10 марта 2022 года Хангаласский районный суд в решении удовлетворил исковое заявление и установил факт отсутствия родительского попечения и восстановила срок обращения с заявлением о включении в единый государственный реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, наша организация занимается защитой прав и интересов граждан, обратившихся в нашу организацию, коим являются инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья. В нашей организации действует правовая консультационная услуга. Мы
юридическую услугу делаем бесплатно. Каждый день приходят к нам люди со своими наболевшими проблемами. Мы по возможности и пытаемся решать поставленные проблемные вопросы наших обратившихся граждан. Сегодня я хочу обратить внимание, что наша организация общественная, и по мере возможности мы выходим на контакт с властями и решаем задачи, решаем проблемы наших инвалидов. У меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, мы ответим. В чате я вижу, один вопрос поступил. Давайте я его зачитаю. Так. Какие еще организации и объединения действуют в городе Якутске для людей с ограниченными возможностями здоровья? С ограниченными возможностями здоровья у нас в республике действуют общественные организации общества глухих, общества слепых. Они могут тоже оказать помощь своим членам общества. У них свой устав. И я вижу, вопрос, какие льготы предоставляются инвалидам третьей группы. Третья группа – это рабочая группа. Они пользуются льготами, независимо от своего состояния, так скажем, 50% налогами пользуются. В работе у них тоже ограниченное количество рабочего времени тоже присутствует. Так. Также следующий вопрос у нас куда обращаться при нарушении трудовых прав инвалидов? Если у вас такие вопросы есть, вы можете обратиться к нашему юристу. У нас заслуженный юрист Республики Саха-Якутия Басыгасов Геннадий Степанович принимает по адресу Курашова, 24, офис 501. Можете к нам прийти. В течение рабочего дня, да? В течение рабочего дня, с понедельника по пятницу. Вопросы у нас в чате закончились. Если еще будут вопросы, пишите, будем ждать. Так, наряду с правовыми услугами у нас проводятся мероприятия по социальной адаптации, взаимодействие с центрами занятости населения, администрациями муниципальных образований по вопросам квотирования организации самозанятости трудоспособных инвалидов и семей, организация профориентационной работы, активное участие в сопровождении инвалидов при трудоустройстве. Далее у нас мероприятия по социокультурной и спортивно-оздоровительной работе. Есть мероприятия, здесь мы включаем культурно-спортивные фестивали, конкурсы, слеты, тренинги, участвуем во всероссийских международных соревнованиях. В этом году мы отмечаем 20-летие Межулусного культурно-спортивного фестиваля среди инвалидов. И в этом году у нас столетие образования Якутской ССР, поэтому все мероприятия мы посвящаем этой знаменательной дате. Так, в чате у нас опять вопросы. Спрашивают, здравствуйте. На получение жилья человеку с инвалидностью куда обратиться?
Так, до 1 января 2005 года, если человек встал на учет по предоставлению жилья, это у нас список республиканский, но эта очередь совсем не идет, потому что у нас социальные дома не строятся в данное время, да, поэтому очень долго идет очередь. Если я не ошибаюсь, сейчас на очереди более 1600 человек стоит. Это до 2005 года вставшие на учет по нуждаемости в жилье. Спасибо. Следующий вопрос. Возможен ли прием инвалидов и лиц ОВЗ на обучение по профессиональным образовательным программам, предъявляющим требования к состоянию здоровья обучающихся? У нас работает при Министерстве труда и социального развития республиканский лицей-техникум инвалидов. Вы можете туда подавать свои документы. Они, наверное, уже с июня начнут принимать документы. Очень много молодых инвалидов обучаются в этом техникуме, получают очень важные и актуальные вот на сегодняшний день специальности. Следующий вопрос. Если в образовательной организации не обучается ни один инвалид, должна ли она создавать специальные условия для получения образования для этой категории обучающихся? Министерство профессионального образования и Министерство образования и науки, у них есть такая программа, что любой инвалид может обучаться в учебном заведении. Нет такого, что если человек инвалид, не может там или здесь обучаться. По всей России есть такие программы, и у нас в Якутии тоже есть. Даже если в учебной организации не создавали специальные условия, да? Да. Спасибо. Следующий вопрос. Ребенку с инвалидностью по зрению есть ли лагеря на лето? Так, к сожалению, этой информацией я не владею. Вы можете обратиться в Республиканское общество слепых по проспекту Ленина, председатель Ишниязов Ибрагим Михайлович. Спасибо нашим читателям за вопросы. Будем еще ждать. Ирина Васильевна, еще расскажите, пожалуйста, нам, какие мероприятия проводятся в рамках столетия образования Якутской ССР. Ну, все мероприятия, которые мы в этом году планируем, да, мы посвящаем столетию нашей республики. И впереди нас ждет Международный день защиты детей. Мы положение празднования этого замечательного праздника уже отправляем в устные организации и ждем наших детишек. И у нас запланирована очень такая новая программа. И все наши мероприятия, которые мы проводим, отличаются своей уникальностью, да, как бы сказать. В этом году мы планируем провести слет творчески одаренных людей, жемчужина творчества в Амге, на берегу красивой реки Амга. Мы соберем туда талантливых людей, которые пишут стихи, сочиняют песни. Это, кстати, проект, который выиграл грант президента Российской Федерации в прошлом году.
И мы выпустили в прошлом году аудиокассету, куда мы внесли произведения наших инвалидов. И в этом году тоже мы будем по окончании этого слета творчески одаренных людей тоже планируем издавать книгу-альбом. Да, и у нас впереди юбилейный межвулусный культурно-спортивный фестиваль, который проводится в селе Бердигестях Горного Улуса. Ожидается приезд многих гостей с регионов, с Москвы. Так что мы готовимся к грандиозному празднику спорта, культуры, дружбы. Вот. Замечательно. Так, вопросов у нас нет. В рамках этого фестиваля мы проведем конкурс мужчин Эрчимен Берген, конкурс женщин, посвященный году матери Ия Хотун. Так что у нас впереди очень много работы, и мы в ожидании наших дорогих гостей и планируем проведение на высоком уровне. Да. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить администрацию Горного Улуса за то, что нас приняли, и они готовы принять наших гостей. Так. Так, поступил вопрос. Давайте его зачитаем. Есть ли поддержка для инвалидов, которые хотят заниматься своим делом? Очень хороший вопрос. Мы тесно сотрудничаем с Государственным комитетом по занятости населения Республики Саха-Якутия. И в центрах занятости, если по улусам, если есть желающие, они всегда примут вас. Пожалуйста, подойдите в центр занятости, они вам подскажут. И у нас очень много молодых людей с инвалидностью, которые начали свое дело и получили финансовую помощь центров занятости. Работает программа, очень хорошая программа, кстати, и наши инвалиды начинают открывать свои собственные дела. Центр занятости, вам надо обратиться. Следующий вопрос от Марии Дмитриевой. Здравствуйте, положение конкурса отправили, да, по улусам? Ага, положение фестиваля мы отправляем вот со вчерашнего дня, и сегодня тоже отправим. Положение о праздновании Дня защиты детей мы сегодня отправим. Сегодня отправим. Ага. Ну, на этом, видимо, вопросы закончились. И наша встреча тоже подходит к концу. Ирина Васильевна, благодарим вас за очень интересное и познавательное выступление. Желаем вам дальнейших успехов в жизни и в работе. Мы сегодня узнали очень много о деятельности организации, о защите прав инвалидов. Также, уважаемые слушатели, читайте книги, участвуйте в наших встречах, узнавайте больше интересного, познавательного. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!